Salom do'stlar. Bu ham Zaporo debdi только. Ну ничего. Я думаю, давайте нашу Арестовича dinleyelim да, do'stlar. Просто dinleyelim. Ничего с ним не можете сделать. Любая попытка спасти приведет вас в синдром спасателя и только ухудшит и ваше его психологическое состояние. Я бы сделал ручкой ему, такому мужчине. Если вы не хотите сделать ручкой, то надо честно себе сказать. Я не знаю, как с ним расстаться, не умею пока расстаться. Хотя понимаю, что, возможно, надо расстаться, но ответственность за то, что он спивается, не на мне. Даже если я создаю такую атмосферу, которую вы провоцируете спиваться, то решение принимает он. Это делать. Но вообще спивающиеся люди – это слабаки, которые проиграли жизнь. Всегда он слабак. Алексей, добрый вечер. Мы со знакомыми планируем гранд-тур летом. Можно ли к вам в гости заедем пофоткаться? Можно ли будет с вами связаться по этому поводу? Да, я же обезьянка, которая выставляет себя на продажу. Я очень люблю фотографироваться со всеми, кто написал в интернете. Поэтому обязательно пишите. Вам не надо даже ехать, не надо будет. Я к вам приеду и буду месяц с вами фотографироваться в любой позе, в любой, как вы попросите. В любом виде. Могу даже шарик в руках держать. Gapla davom, bratov. Ощущение, что в 80% случаев первый контакт со мной у людей – это отторжение. Я вижу, что спустя время я людям я нравлюсь. Меня бесит первый контакт, который зачастую отрицательный. Это травма или страх отторжения. Это вы себе насочиняли. Что вы очень хорошо разбираетесь в людях и понимаете, как они на вас реагируют. Поэтому люди на вас реагируют, скорее всего, по-разному. А вы все это пишете как травму первого контакта. Описываете себе, потому что вы на них накладываете фантомное поведение, фантомную вашей травмы и вашего страха. Но сейчас идет профайлинг. Приходите, я вас действительно научу смотреть на людей и видеть то, что с ними реально происходит, а не те вот эти вот голограммы, которые вы на них накладываете, и думаете, что это не то, что в вашей голове, а то, что они действительно ведут. Как они себя действительно ведут. Алексей, чувствую ответственность за свою маму уже 10 лет. Приехала ко мне в страну. Я ей со всем помогаю, но она спорит со мной, обвиняет, и я раздражаюсь сильно. Она одна, я один сын, 30 лет. Как общаться? Никак. Если вы в состоянии финансово это сделать, то вам надо отселить маму отдельно или самому отселиться и помогать мало, формально, и не давать ей вмешиваться в свою жизнь. Потому что она вас сожрет. А вы это допускаете. Вот. Бросать маму нельзя, какая бы она ни была, финансово надо помочь, но слушать нравоучения и позволять себе выносить мозг нельзя ни в коем случае. Если не можете, то отправляйте маму обратно. Если не хотите маму отправить обратно, сами куда-нибудь уезжайте. А мамочку поздравляйте периодически, раз в неделю спрашивайте, как она, или раз в месяц присылайте деньги. Это все, что можно сделать в этой ситуации. Если нет, она вас сожрет. Вот то же самое. Как перестать бояться осуждения мамы? Мне 48, я 2 детей. Я боюсь ее, боюсь ее мнения. Делаю много, как она скажет, чтобы не расстроиться. Здесь следующее давление. Но уже 40 этих самых лет, и у вас живет дядя, который умудрился завести свою семью, самому стать отцом и 2 детей. И маленький мальчик, который привык бояться мамы. Надо решить, кто делает окончательный выбор в вашей жизни. Мальчик или мальчик побольше, постарше. Как перестать со всеми спорить и везде вставлять свои 5 копеек. Люблю спорить, даже сам с собой на разные темы, по очереди доказывая разные точки зрения. И часто спорю в интернете. Это вы просто хотите признания. И всеми вашими спорами руководит, чтобы вам сказали: да, ты молодец, ты есть, ты существуешь, и ты имеешь право существовать. Это базальная травма, право на существование. Очень часто у людей страшно мучительная и выматывающая. Потому что вся суета внешняя у людей, это чтобы доказать, что они правы, что они существуют.
что когда их не замечают, то им кажется, что их нет, они умерли. А страшнее этого страха нет ничего. Поэтому, дорогой Мартин, надо остановиться, посмотреть в глаза этой травме и сказать: я ужасно боюсь того, что я не существую. И вся моя суета для того, чтобы доказать, что я существую. Когда мне ответили, у меня идет выброс гормонов, которые подтверждают, что я есть. Когда мне не ответили, хотя я кому-то что-то написал, я начинаю спорить с самим собой, лишь бы не оказаться в оглушительной тишине. Но, Мартин, вся проблема в том, что это черная оглушительная тишина. Это и есть ты настоящий. А суетливый пиздюк, который мечется по комментариям или спорит сам с собой, это проекция травмы. Скажи мне, кем ты хочешь быть? Черной тишиной? Или хочешь быть суетливым пиздюком? Алексей, в чем суть отношений мужчины и женщины? Это чувство или рациональный подбор? Отношения мужчины и женщины придумал Господь. Он нас поделил на два пола для того, чтобы мы были парами. Навсегда или на какое-то время, там, по-разному. На разных стадиях отношения мотивируются очень разными вещами. У зрелых людей это одна история, у людей, которые травмы прорабатывают, ищут себя, это другая история и так далее. Но вообще, если сводить коротко, то отношения нужны для того, чтобы себя актуализировать. Просто взрослые и зрелые актуализируют себя одним способом, а молодые, болезные другим способом. Но, как бы, да. Но суть в том, чтобы актуализировать. Чтобы каждый становился лучшей версией себя. Собой настоящим. И обычно партнер подбирается такой, чтобы давить на самые больные места и тянуть за самые потенциальные места, развивающиеся. Если повезет. Если не повезет, то только за часть дергает и на часть, и за часть тянет. Может ли мужчина в 50 лет влюбиться? И как узнать, что он любит? Может любиться в 95, на самом деле. Любовь возраста покорно. Слышали такое? Как понять, что он вас любит? Он о вас заботится. Прикрывает. В первую очередь от самого себя. Как только вы видите, что мужчина прикрывает себя, вас от самого себя, от своего плохого настроения, там, от своих там, проблем и так далее, значит, точно любит железо. Реал 4612. Это ты меня пиздюком назвал? Ну да. И что ты теперь сделаешь, родной? Будешь пыхтеть? Смайлики гневные посылать? Что или что? И я тебя не оскорблял, дорогой. Я сказал, что в тебе живет настоящий мужик, черная молчаливая тишина священная и маленький пиздюк. А кем быть выбираешь ты? Но поскольку ты оскорбился, это значит, что ты выбрал быть маленьким пиздюком. Вместо того, чтобы быть нормальным мужиком. Ну так это что, выбор не мой. Я молодой парень, не могу инициировать общение с девушками. Это дошло до того, что я сдаюсь за секунду до того, как начинаю думать о том, чтобы подойти. Как мне преодолеть этот внутренний блок? А ты его озвучь. Ты подойди к девушке и скажи: девушка, вы мне нравитесь, я страшно волнуюсь, дрожит голос, мне очень тяжело с вами познакомиться, но все-таки я хочу, чтобы вы такая прекрасная. Посмотрим, что будет. Всю жизнь избегаю боли, боюсь выходить из зоны комфорта, во всем вине окружающих, застрял в вратильном подростковом возрасте, как вытащить свою психику на новый уровень, Максим, 29 лет. Надо выбрать, Макс. Если бы у тебя не было такого уровня, ты бы не смог задать этот вопрос и диагностировать себя как инфантила. Значит, кто-то назвал тебя инфантилом внутри тебя, правильно? Кто тебя диагностирует, что ты всю жизнь боишься боли, избегать из зоны комфорта. Тот, кто избегает боли и боится выйти из зоны комфорта, никогда бы так не смог сформулировать вопрос. Ну, тогда вопрос, почему ты основную часть жизни ассоциируешься с тем, кто избегает боли, а не с тем, кто задал этот вопрос.
мужчинами и девочками, а не мужчинами и женщинами. Потому что мужчины и женщины затасканы слова. Приходится оживлять, искать альтернативный отход. Как в ленту не заглянешь, все про мужчин, все про женщин. Поэтому я всегда говорю мальчики и девочки. Алексей, почему некоторые люди осознанно выбирают сатанизм от страха? Как можно обрести веру в Бога? Хочется верить в жизнь после смерти, но у меня не получается. Для начала попробуйте поверить в жизнь при жизни. Обычно люди, которые хотят верить в жизнь после смерти, спускаются в жизнь унитаз, текущую жизнь. А те, кто научились жить эту жизнь, они перестают бояться жизни после смерти, даже если они атеисты. Потому что страх смерти – это страх некачественно прожитой текущей жизни. Алексей, как жить с удовольствием устроить будущее условия, когда ты постоянно находишься под давлением, например, органов, и пониманием, что завтра ты можешь лишиться всего, чего у тебя есть. Но так и строить. Понять, что твоя жизнь как американские горки, что это крутое приключение, и получать удовольствие от этого. Пережив в детстве травму, стал социофобом, где намек на выступление на публику называет панику, но в то же время чувствую, что хочу стать сильнейшим влиятельным оратором. Это самое предназначение. Скажу так, это повод к тому, чтобы задуматься на эту тему. Если хотите стать сильным оратором, влиятельным, начните с того, что признаете на публику, что вас травили, расскажите, как травили вкратце, скажите, что стали социофобом и через тяжелейшую травму переступаете сейчас, когда с ними общаетесь. Посмотрите на эффект. Я получил права, начал активно ездить, но меня пугает рассказы о том, что на дороге много опасных водителей. Каким водителем нужно быть и как вести себя, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно? Первое, не надо нарушать. Второе, надо работать не над другими водителями, а над своей способностью справляться с дорожными ситуациями. Можно пойти на курсы критического вождения, например, аварийного. Потому что уверенность берется не от того, как поведут себя другие, а от понимания того, что вы справитесь с любой ситуацией и любой своей ошибкой. Даже если вы допустите, или даже с цепью ошибок. Что вы все равно найдете правильное решение. Живу с родителями, ничего не хочу делать, 25 лет, хочу, на фоне других страдаю, что они, у них есть достижения, у меня нет. Хочу уехать от родителей. Вот, это очень правильная история. Уехать от родителей вам очень сильно поможет. Зовут Наталья, 38 лет, беременна третьим ребенком. Ничего не радует и действительно не хочется жить. Вынуждена миграция. Алексей, как я могу себе помочь? Наташечка, 38 лет – это серьезный кризис для женщины, и для мужчины тоже. С 36 начинается, а вы еще и забеременели третьим. Поэтому на вас, а еще двое маленьких, а еще и миграция. На вас лежит сейчас тяжелейшие нагрузки, то есть сразу несколько нагрузок, которые возможно быть. Поэтому давайте зададимся вопросом, никто же не грузит дохлую собаку, правильно? Грузят только те, кто способен это вынести. Это означает, что у вас есть силы жить, и есть силы справиться с этой ситуацией, иначе бы ее никогда не создали для вас. Вы просто ищете силу не там. А ищете вы не там, потому что у вас кризис среднего возраста, похоже. И он обычно, женщины в этот момент начинают, и мужчины, женщины особенно, отсматривать нереализованные части своей жизни, своей биографии. Могла бы быть то, могла бы прожить так, а не сделала это. Яй-яй-яй, какая катастрофа. Это потому, что люди в этот момент не понимают, что такое жизнь и как она организуется. Но я вам открою эту страшную тайну. Тоска по альтернативным веткам непрожитой жизни – это верный признак того, что человек не вполне управляет своей текущей жизнью. Люди, которые делают самостоятельные выборы в реальной текущей жизни, никогда не страдают по альтернативе. Потому что альтернативы – это не другие страны, другие романы, другие люди, другие платья, другая вы, а это, это про другую вы, которая принимает решения не так, как принимали вы в вашей текущей реальности. Поэтому, несмотря на все тяжести, нам хватило мужества
задать этот вопрос. Пусть вам хватит мужества начать забирать ответственность за свои решения в каждый отдельно взятый момент времени. Начиная с того, в какую позу сесть, заканчивая какой чай выпить и большие жизненные выборы. И чем больше вы будете самостоятельно выбирать, тем быстрее пройдете кризис среднего возраста, кризис миграции, кризис 38 лет, кризис третьего ребенка и все кризисы, которые на вас напали. Потому что вынужденная миграция, сама по себе формулировка показывает, что это слепая зона для ваших решений, что вы не принимали там решений. И вас выматывает не то, что вы в другой стране и должны решать кучу проблем, не то, что у вас беременность третья и двое детей и всякое такое, а то, что вы не управляете своей жизнью. Как только вы начнете управлять и действительно принимать свои решения и приводить в жизнь самостоятельно, у вас будет хоть 18 детей, хоть 15 эмиграций, хоть концлагерь. Все равно вы будете чувствовать себя, что самостоятельно и не будете страдать по упущенной альтернативе. По упущенной альтернативе страдают люди, которые не принимают решения в своей жизни сами. Это железная зависимость. Начните их принимать, и качество вашей жизни резко вырастет. И будете смеяться над своими нагрузками. Жизнь сама по себе всегда нейтральна. Хоть у вас 18 детей, хоть 20 миграций и так далее. Многие от этого получают огромное удовольствие от большого количества детей, от переездов и так далее. Все зависит от того, как вы принимаете решения в вашей жизни. Сами или не сами. Вся тяжесть возникает иногда на пустом месте, без детей, без миграции. Ну, посмотрите, что люди пишут. Живу, вроде все нормально, бизнес, дети, там детей даже нет, проблем нет, но вот что-то мне тоскливо, я как бледная из пирокета, энергии нет. Это верный признак людей, которые отказались принимать решения. Хотя чисто формально у них жизнь гораздо лучше, чем у вас, но страдают они ничуть не меньше, чем вы. Перебирайте на себя власть. Возьмите штурвал вашей жизни и решайте, как вы будете жить и что вы будете делать. Начинается это с маленьких вещей, но это заканчивается большим направлением вашей жизни. Алексей, помогите советом. Короче, bir köp sorana cevap aldığımızda sizlere sovet dostlar. Aristovich'i dinlemeyin. Ben bunu politikadan tanıp bilmiştim. No, adamın başka zatlardan var idi. Опыты, okuyan, и профессиясы именно. Не то, что не только политика, да? И так что sizlerden bol bilesizler şunu dostlar, isteseniz de. Şunun için şunu yap sovet görmenizi. Fikir almak, oputunu almak, bu onun adamın başarılısı. Özün başına geldiğinde karşı oturmaya gerek yok dostlar. Buldun da Davacında canınız sağ olsun. Başka filmlerde görüşürüz.